Еврорадио.ФМ. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна, як звычайна, і слухаць і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. Фильм відэаблогера Паўла Спірына «Отчым» набраў амаль 1 мільён праглядаў на YouTube. Не менш папулярныя і іншыя яго ролики. Прычым тэмы для іх Павел выбірае непростыя, скажем так. Напрыклад, пра хлопца, якога скалечылі міліцыянеры, ці пра тое, як невядомыя ў адной з мінскіх школ прымушалі прызнацца 7гадовага хлопчыка ў крадзяжы з крамы. Пра тое, як набраць 1 мільён праглядаў на YouTube, ці варта ісці на выбары, калі ты відэаблогер, і ўвогуле, чым займацца ў наш непросты час і якія тэмы для агляду абіраць, мы сёння і пагаворым з маім госцем у студыі, а гэта сам блогер-мільёншчык Павел Спірын. Добрый день, Павел. Здравствуйте. Ну, па-першае, віншую з мільёнам. Мала хто можа пахваліцца, што 1 мільён праглядаў на YouTube сваіх ролікаў набірае. Я ведаю, што не далі, як сёння сярод ночы вы выклалі чарговы свой ролик, фільм такі, ці як там это правильно назваць. Чакаем, што таксама не менш 1 мільёна назбірае, таму што тэмы сапраўды вы выбіраеце такія вострыя, назовем гэта так. Як адбываецца выбор тэм? Выбор тем осуществляется исключительно людьми, гражданами Беларуси. Если мы говорим о миллионном фильме «Отчим», то этот фильм, он создан только потому, что все люди Беларуси хотят перемен, накопилось множество проблем, и я все эти проблемы собрал в одном фильме и рассказал людям, что у нас происходит в стране, как добиться перемен. Что касается распространения данного фильма, то это не только моя заслуга, что он набрал столько просмотров, что его просмотрели во всех районах Беларуси, в зарубежье, ближнем и дальнем. Состоит успех этого фильма из того, что каждый гражданин Республики Беларусь, политически активный, вложил частичку себя в этот фильм и помог его распространению. Тысячи людей делали репост этого фильма, распространяли его ВКонтакте, в Фейсбуке, Одноклассниках, распространяли среди знакомых. Именно в этом заключается секрет этого фильма. А что касается других роликов, которые затрагивают, например, проблему конкретного человека, либо конкретной семьи, то эти ролики я делаю только тогда, когда меня просят об этом люди, когда мне звонят, либо приходят домой, рассказывают о проблеме, которую надо решить, рассказывают свою боль. И я хочу, чтобы в Беларуси люди жили исключительно по закону. И я стараюсь делать все, чтобы мою информацию просматривали государственные служащие и реагировали на проблемы людей, и в рамках компетенции решали их проблемы. Ну вось вы знялі фільм, дзе закранутая там вострая праблема. Ну, напрыклад, вот пра хлопца, збітага міліцыянтамі, у якога там былі праблемы з машонкай пасля збіцця. Вы не проста, наколькі я ведаю, не проста выклалі гэта ўсё на сваім канале і чакалі рэакцыі. Вы пайшлі далей. Як вы дзейнічаеце? Звычайна, калі гатовы ўжо фільмы выкладзены на канал. Необходимо в первую очередь распространить этот фильм среди заинтересованных лиц, придать огласке, потому что вот такие преступления, которые совершаются в небольших городах, деревнях, селах, они, как правило, неизвестны. Этот случай о том, как парня жестоко искалечили, вообще не должен был появиться в информационном пространстве Беларуси. Через третьих лиц я узнал, что у парня такие проблемы. Он долго думал, публиковать ли эти материалы, писать ли заявление в милицию. Его уговаривали не делать этого, что ты пострадал, да, но не сильно, возможно, мы тебе компенсируем, поможем. Но нельзя такое спускать на тормозах. И я считаю, что любое преступление такого рода, оно должно заканчиваться обвинительным приговором в отношении лиц, которые его совершили. После того, как
о ролике узнают заинтересованные лица, обязательно идет реакция. Ну, что вы маете под зацікавленными особами? Кого? Это должностные лица органов внутренних дел, прокуратуры, Следственного комитета. Это депутаты так называемого парламента, Совета Республики, их помощники. Они, безусловно, по подписке получают этот фильм, зачастую реагируют на него непосредственно, даже когда это не входит в их компетенцию. Что значит по подписке атрымліваюць гэты фільмы? Вы вот оформили подписку, ну, например, там на генпрокурора самі там Беларусі, ці там на міністра ўнутраных спраў, ці там начальника следчага комитета, вот ці, что означает по подписке атрымліваюць? Ну, это и означает, что многие государственные органы подписаны на мой канал. Например, вы сами можете зайти на YouTube-канал Управления внутренних дел того же Витебского облисполкома и посмотреть, они на меня подписаны. То есть они получают непосредственно проверенную, свежую информацию по событиям, которые затрагивают интересы зачастую всей республики, не только какой-то конкретной семьи. Вот. То же самое депутаты, прокуроры, судьи, много из них открыто подписаны, а некоторые, естественно, под никами засекречены. Но моя аудитория довольно значительная, по крайней мере, ее часть, это государственные служащие. Дзіўная сітуацыя атрымліваецца, вот ёсць відэаблогеры, якія таксама здымаюць нейкія такія свае сюжэты, робяць матэрыялы на востра-сацыяльныя тэмы, як і вы, і іх пастаянна прэсуюць, вот тых же самых Петрухіна і Кабанова ў Брэсце, і ёсць відэаблогеры, на якіх хоць яны ўзнімаюць канкрэтныя вострыя тэмы, крытыкуюць улады ці асобных там органы за тое, што яны робяць, і на вас самі падпісваюцца, и они не спробуют прессовать, примусить, давай вот ты не будешь публиковать это, есть тебе информация, ты нам скинь, мы сами разберемся, але вот без огласки. Нет, такого прессинга, по крайней мере, еще ни разу я не встречал. Наоборот, и в милиции, и в прокуратуре меня поддерживают. Но, возможно, из-за того, что, будучи студентом, я углубленно изучал уголовное и административное право. Я знаю, что я могу опубликовать, а что нет. За что мне могут предъявить какое-то обвинение, а за что нет. Милиционеры это тоже знают систематически, периодически, как правильно сказать, тут не суть. Меня проверяют, в том числе сотрудники милиции. Я даю объяснение, и затем ко мне не предъявляется более никаких претензий. Ці можна сказаць, вот тым больш, калі ўсё ж таки на вас падпісаны все наши праваахоўныя і дзяржаўныя органы, інфармацыя да іх прыходзіць, праводзіцца праверка, вас выклікаюць, вы даеце свае тлумачэнні, факты, можа быць, дадатковыя яшчэ выкладаеце, якія не патрапілі ў фільм. І што? Вот ёсць нейкі канкрэтны вынік па якой-нибудь вот конкретной ситуации? Ну, конечно, когда есть случаи, которые становятся достоянием общественности, а есть случаи, когда ко мне обращаются люди по не таким значительным поводам, необходимо, например, подать исковое заявление в суд по нарушенным правам, либо другого рода помощь. То есть я конкретно составляю документы, если необходимо составлять, хожу на приемы к государственным служащим, и мы решаем проблемы. Конечно, хотелось бы решать глобальные проблемы, например, наркотизацию Республики Беларусь, конкретно именно крышевание центральным аппаратом внутренних дел наркоторговли страны. Ведь когда я издал один из своих фильмов «Грань» по наркоторговле, некоторые люди критиковали. Не может быть, чтобы милиция крышевала наркоторговлю. Но вот сейчас мы увидели на всю страну случай, когда начальник отдела по борьбе с наркотиками целого района, получается, барыжил наркотой и провоцировал людей на совершение такого рода преступлений. А ведь он не один, так по всей стране. Ну, у вас прогучала такая центрального аппарата, то есть фактично, ну, ведаеце, калі браць пэўныя краіны, не будем уже называть, может быть, Латинской Америки, так там вядома, что на самым высокім узроўні, хай не прэзідэнта, але міністэрскіх сілавых ведомств менавіта яны і курыруюць наркотрафікі. Так что, Беларусь таксама можно уже до этого отнести? Да, безусловно. Я считаю, что так оно и есть, и такого же мнения придерживаются уже даже не тысячи, не десятки тысяч, сотни тысяч белорусов это понимают, и постоянно находится этому подтверждение. Вот и дело 17 когда-то было, и вот сейчас вот такие скандалы с чиновниками.
Дело в том, что решить проблему с наркотиками несложно. Я в этом уверен не только как гражданин, а, например, как председатель ЖСПК своего дома. То есть у меня 125-квартирный дом, и меня выбрали председателем. Я знаю практически все проблемы своего дома. Я знаю, кто где злоупотребляет спиртным, кто имеет проблемы с законом. То есть я их все знаю, не имея базы, то есть не будучи сотрудником милиции. Неужели люди считают, что опера и участковые не знают, кто в районе барыжит наркотой? Все это прекрасно знают. Есть такой интересный сериал российский, называется «Глухарь». Так вот, там бандит в погонах, подполковник Карпов, открыто говорит, что милиция без проблем может прекратить наркоторговлю в течение нескольких месяцев. Но кто ж нам будет тогда платить деньги за посадки? Вот вы юрыст. Вы выдатна ведаеце у адпаведнасці з беларускім крымінальным і адміністрацыйным кодэксам, што можна гаварыць, а што лепей не гаварыць, асабліва у прамым эфіры. Вот вы зараз фактычна абвінавацілі нашы праваахоўныя органы і сілавыя ўсе ў тым, што яны крышуюць наркотрафік. Не боитесь, вот, что будут некие наступства? Их не будет. Дело в том, что такие составы преступлений, как клевета и оскорбление, имеют конкретный характер. То есть, если сказать, что где-то кто-то что-то делает, это фактически не сказать ничего. То есть, если бы я сказал конкретно, назвав не только должность, звание, а если я назову сейчас, что генерал какой-то крышует наркоторговлю, мне никто ничего не сделает. Вот если я скажу конкретно фамилию, имя, отчество, должность, звание, тогда, если у меня не будет достаточных доказательств по обвинению, тогда могут меня привлечь. А так мне нельзя ничего сделать по закону. Ну вот ваш фильм про наркагандаль выйшаў. Вот зараз я ведаю, што і нашы эфіры ўсе людзі, каму трэба, скажем так, яны глядзяць. Зараз паслухаюць вас. Ну, па ідэі, павінна быць нейкая рэакцыя. Ну, конечно, ўжо, як вы кажаце, усупакоілі мяне, што нам з вами за гэта нічога не будзе, нам нічога не прад'явіць, но там-то павінны нейкую праверку правесці, павінна пакласці нам на стол кіраўніку Беларусі раздрукоўку нашага эфіра і сказаць: Александр Григорьевич, глянь, что вот тут вот скажут, а он-то повинен сказать тогда: ну-ка быстро разберитесь, мы же тут против всего этого. Вот вы чекаете, что такое будет, или нет? Ну, во-первых, реакция уже есть. Еще до того, как вышел мой фильм, в Уголовный кодекс внесли изменения и дополнения, то есть снизили низшую планку по обвинению по 328 статье. Вышел мой фильм, и что? Александр Григорьевич уже заявил, что в некоторых местах, как он это называет, перегнули. То есть для него поломать десятки тысяч судеб зачастую без вины, это перегнули. То есть он уже признает, что его бездарная политика в области наркоторговли привела к катастрофическим последствиям, что 15-летних детей садят на 8-10 лет. Это же катастрофа. Нет никакой профилактики, ребенок даже не представляет, насколько опасны наркотики. Это признают директора школ, учителя. Вот. Но и что касается наркоторговли, я не думаю, что Александр Григорьевич так уж ничего не знает. Дело в том, что единственным банком в Республике Беларусь, который работает с электронными кошельками, является Технобанк. И все расчеты за потребленные наркотики идут фактически через Технобанк. А руководство Технобанка покупает у Дмитрия Лукашенко за $100 миллионов комплекс Green City в Минске. То есть банк, через который идут расчеты за наркотики, непосредственно контактирует с Дмитрием Лукашенко. О нем уже ходят такие слухи, что он знаком с определенными веществами. И контакты с подобными банками только усиливают эти подозрения. Ну вот бачите, прозвище и звание вы не называли, а банк назвали. Вот сейчас банк может выставить там некий зыск за, я не ведаю, там, подрыв репутации. Какой же это подрыв? У меня есть документы с печатями, в которых сам банк закрывал электронные кошельки, подозреваемые в наркоторговле. Я ничего не придумал, только по фактам. Мы перервемся на невеличкую паузу. Короткий выпуск новинок на Еврорадио. Я нагадаю, что у нас у гостях видеоблогер Павел Спирин. Это сумесный стрим Еврорадио и Е-промовы. Вернемся праз хвилину.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Выпуск навінаў на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Вітаю. Суд Заводскага района Мінска сёння задаволіў пазоў Мінчука Дмітра Серады, кватэру якога разграміў АМАП. Суддзя Людміла Гідрановіч задаволіла пазоўныя патрабаванні часткова. Дзяржава павінна кампенсаваць матэрыяльную шкоду за зламаныя ўваходныя дзверы, выбітае шкло, выдаткі на лячэнне ў псіхатэрапеўтаў, паслугі адваката. Агулам кампенсацыя для Серады, яго жонкі і непаўнагадовай дачкі склала 2886 рублёў. Інцыдэнт з Дмітраем Серадой, нагадаю, адбыўся ў 2016 годзе. Зранку ў яго кватэру варваўся АМАП. Мужчыну на вачах у жонкі і малой дачкі паклалі тварам на падлогу. Сераду падазравалі, што ён нібыта эксгібіцыяніст. Цяпер выплаціць кампенсацыю павінна казна Рэспублікі Беларусь. Легендарны гоншчык Міхаэль Шумахер прыйшоў у прытомнасць пасля 6гадовай комы. Пра гэта інфармуе выданне «Парізьен». Цяпер спартовец знаходзіцца ў аддзяленні еўрапейскага шпіталя Жоржа Пампіду ў Парыжы. Туды яго перавезлі 9 верасня з клінікі ў Швейцарыі. Шумахера плануюць лікаваць з выкарыстаннем ствалавых клетак. Нагадаем, што напрыканцы снежня 2013 года гоншчык стаў ахвярай няшчаснага выпадку на гарналыжным курорце ў французскіх Альпах. Google дазволіў Еўрарадыё прасоўваць на YouTube беларускамоўны відэаролік. Ад сёння праграма Змітра Лукашука і Максіма Гурунова «Ідэя X» з музыкам Лявонам Вольскім паспяхова рэкламуецца ў сэрвісе. Кампанія будзе працягвацца яшчэ некалькі дзён. Назвы апісання роліка зробленыя па-беларуску. Больш інфармацыі чытайце на еўрарадыё.фм і заставайцеся разам з намі. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, падчас якога разам з відэаблогерам, мільёншчыкам Паўлам Спірыным мы разважаем пра тое, навошта ён гэта робіць. Вот, дарэчы, навошта вы это робіце? Вот я разумею этого Влада Бумагу, які там мільёны праглядаў, ўсё это манетызавана, і, ну, я так разумею, хлопец ужо мільёншчык не толькі па падпісчыках, але і па набітых кішэнях. Вы навошта это робіце? Ну, если говорить о Владе Бумаге, то его канал имеет развлекательный характер. Мой канал имеет исключительно информационный характер. Я стараюсь информировать граждан о наиболее острых проблемах, которые затрагивают всю страну, либо конкретную семью человека. Вот. Свой канал я начал развивать приблизительно с 2014 года, после того, как пошел на парламентские выборы в качестве кандидата в депутаты. Вот. Я провел довольно яркую кампанию, меня поддержали люди, и я захотел в дальнейшем развивать нашу общую коммуникацию, чтобы мы продолжили знакомство и в будущем, возможно, реализовали более амбициозные цели. Таким чином, вот тое, што за чым ішло дакладней? Вот вы пайшлі кандыдатам у дэпутаты падчас парламенцкіх выбараў і адначасова пачалі вот у якасці, ну, я так і не ведаю, там, можа быць, рэкламы самого сябе развіваць YouTube-канал, ці пасля таго, як схадзілі, пабачылі ўсё на свае ўласныя вочы, вырашылі заняцца гэтым. Як вот увогуле ёсць связь паміж вашымі палітычнымі амбіцыямі і спробамі ўзнімаць важныя вострыя тэмы праз YouTube-канал? Связь косвенная. То есть сначала была парламентская кампания, у меня были планы по изменению в жилищное законодательство, я тогда работал в жилищно-коммунальном хозяйстве и не был, в принципе, политизированным человеком. Мои цели носили исключительно прагматичный для людей характер. Изменения в законодательство, которые помогут улучшить ситуацию в обществе.
А уже после выборов я решил, что мои идеи должны носить характер, должны развивать общество через более развитые, более современные интернет-технологии. Я захотел, чтобы мой голос услышала вся страна. Ну и, в принципе, это у меня получилось не сразу. Сначала я выпускал стихотворения, то есть пытался реализовать себя, можно сказать, как поэт, а затем это приобрело более политизированный характер. Мои ролики стали носить более информационный, насыщенный характер. Они начали отражать проблемы людей, которые затрагивают все общество в целом, а не только какие-то мои проблемы, мои мироощущения. Вот. И получилось, что вот первая моя серьезная попытка, которая увенчалась успехом, это был фильм «Отчим», который я опубликовал на Ютубе и который набрал фактически 1 миллион просмотров. Ну, звычайна как бы бывае так, што чалавек абраў сабе нейкі накірунак, у якім ён і працуе. Я маю на ўвазе, вот, ну, скажем так, палітычны накірунак, і вот там глядзіць нейкія палітычныя нюансы, вот калі тым больш вот ваш это фільм «Отчым», все ж таки там больш пра палітыку, скажем так, ну і потым глядзіць, вот як там праходзяць выбарчыя кампаніі, што ў палітыцы робіцца, якую там, чым займаюцца апозіцыйныя партыі, рухі, чым займаюцца там улада і гэтак далей. А вы і палітыка, і то, што адбываецца ў праваахоўных органах, і зараз, я наколькі ведаю, рыхтуеце фільм пра тое, што адбываецца ў беларускім войску, и школа, и все такое. Вам не кажется, что вы распыляетесь крыху? Ну, политика, экономика и социальная сфера у нас переплетены как на законодательном уровне, так и на уровне восприятия общества. То, что я делаю, затрагивает интересы каждого. У большинства белорусов есть дети. Маленькие, либо взрослые, неважно, родители воспринимают даже взрослых детей как маленьких. То есть, если я делаю контент о детях, оно все равно затрагивает большую часть общества. Если я буду делать материал об армии, то как раз-таки сотни тысяч людей, если не миллионы, связаны с армией. То есть на какую бы тему я ни делал материалы, неважно, это ролик, либо документальный фильм, он все равно затрагивает большой срез общества в Республике Беларусь. Глядзіце, это ж выдатная такая, ну, асабліва калі ўжо да такога ўзроўню, як у вас дасягнула, калі мільёны праглядаў, калі падпісаныя дзяржаўныя органы, калі людзі адзін аднаму там перапошчваюць ваши ролики, это вельмі такая добры падмурак для новага палітычнага скачка. Ўсё ж таки, калі хадзілі ўжо адзін раз на выбары, то варта чакаць, што ізноўку можна пайсці, асабліва ўжо калі такую вядомасць займелі з дапамогу сваіх роликаў. Ёсць планы паўдзельнічаць у сёлетняй кампаніі? В нынешней парламентской кампании, если я буду принимать участие, еще у меня 2 дня время подумать, регистрировать инициативную группу или нет, то я посвящу эту кампанию информированию граждан о том, что в следующем году будут президентские выборы. Мы должны объединиться, это наш последний шанс сохранить свой дом в первозданном виде. Если в следующем году мы не поменяем президента, то Республики Беларусь фактически уже, скорее всего, не будет. И от каждого белоруса зависит о том, сохраним мы свой дом или нет. Потому что Александр Лукашенко это наша трагедия, это наша боль, это наш общий политический тупик, к которому мы пришли за 25 лет. И мне больно вообще смотреть, происходит со страной, что у нас. Мне больно смотреть, как политики, которые называют себя оппозиционными, садятся за один стол, а в итоге не могут прийти к компромиссу, не могут выдвинуть одного единственного кандидата, за которого бы мы все могли проголосовать, даже если не полностью его поддерживаем, чтобы хотя бы поменять вектор своего движения. Александр Лукашенко уничтожает страну, он уже уничтожил нашу культуру, в том числе язык, практически полностью. Он уничтожил нашу историю. Белорусы не знают, что было когда-то, не только мы говорим о Великом княжестве Литовском, мы говорим, что были когда-то Полоцкие княжества, другие города, что у нас было Магдебургское право, что у нас когда-то были свои нормативные правовые акты, в том числе статуты, вот первейшие документы, которые показывали, насколько белорусское общество раньше было развитым. Мы должны объединиться, но вот эта нынешняя парламентская кампания, если даже допустить, что я возьму мандат и стану депутатом на честных выборах, если вдруг председатели комиссии решат
будем считать честно. Я не маленький ребенок, я понимаю, что такое белорусский парламент. Это коллегиальный орган, там 110 так называемых депутатов. Даже если там будет группа в 10 депутатов, имеющих честь, совесть и достоинство, то юридически они сделать ничего не могут. Вот. Поэтому парламент, я считаю, во-первых, это не мой уровень. Вот. Это уровень людей, у которых есть вопросы, которые они хотят решить в более узкой, скажем так, направленности. Это какие-то изменения, может быть, в жилищный кодекс тот же, может в уголовный, может в административный. У них есть некоторые идеи. Я мыслю более глобально. Я хотел бы, чтобы в следующем году у нас появился единый кандидат в президенты, мы его наконец нашли, и чтобы мы смогли переформатировать страну, запустить ее заново, избавиться от политического мусора, который сейчас засоряет Палату представителей, Совет Республики, администрацию президента и другие центральные органы государственной власти. Мы должны начать все с чистого листа. Чакайте, я зараз размаўляю с потенциальным кандидатом у президенты на выборах 2020 года? Ну что вы, я всего лишь хочу этому способствовать. Посмотрите, по всей стране сейчас выдвигаются инициативные группы граждан, которые хотят взять мандат в парламент. Это потенциальные наши союзники. Я хотел, чтобы все эти граждане, которые сейчас выдвигаются, неважно где, в Солигорске, либо в Бресте, Бобруйске, Борисове, чтобы они к 2020 году были готовы объединиться вокруг одного человека. Добра, а дзе гэтага аднаго чалавека ўзяць? Ужо колькі гадоў, это нават для мяне ўжо мэм кожнаму прадстаўніку дэмакратычных сіл, якія прыходзяць нам, я ўжо так как бы жартую, ну што, будзем спрабаваць адзінага кандидата выбіраць, ці сёлета ўжо как бы на гэта просто рукой махнем. Колькі разоў спрабавалі, нават калі узгадаць Міленкевіча, які нібыта адзіны кандыдат, ён жа ўсё адно не быў адзіным кандыдатам на той момант. Не было ў гісторыі Беларусі сапраўды адзінага кандыдата. Вы думаеце, вот зараз паслухаюць, ну, не скажу нас, вас паслухаюць і вырашаць, што да, трэба, без этого ніяк? Дело в том, что Беларусь еще ни разу не стояла так вот на краю пропасти, когда действительно страна может прекратить свое существование, мы лишимся своего дома. Если мы берем выборы того же 2005 года, вот когда был Миленкевич, Козулин, скажу честно, когда мы с мамой посмотрели их выступления, нам не понравился ни один из них. Но если выбирать из них, мне больше понравился Козулин. Вот. Но раз оппозиция попросила тогда голосовать за Миленкевича как за единого кандидата, я уступил своему мнению, своим понятиям в политике и экономике, которые на тот момент у меня были, и я отдал свой голос за Миленкевича. Хоть фактически я был против всех, но я так хотел, чтобы президент сменился, я уже тогда чувствовал, что мы идем в неправильном направлении. Не должен один человек засиживаться у власти. Власть я воспринимаю как радиацию. Если человек находится долго, близко у источника этой радиации, то он просто разлагается. Но мы сейчас это и наблюдаем, и не только в Республике Беларусь. Александр Григорьевич уже дошел до того, что, как, если я не ошибаюсь, Калигула когда-то выдвигал в парламент своего коня в Сенат, то президент Республики Беларусь, не коня выдвинул. Не буду, как говорится, тут человека оскорблять, потому что, может, он не понимает, куда он влазит. Но Александр Григорьевич выдвигает уже кандидатами в парламент личностей, которые не должны там находиться. Не только по своим моральным, личным, деловым качествам, но и в силу того, что у них нет вообще ничего в голове. Они не понимают, зачем туда идут. Парламент... Вот вам зараз откажут, что Александр Григорьевич особисто ён нікога там не вылучае ў гэты парламент. Вылучаюць там працоўныя калектывы, там БРСМ, там, я не ведаю, прапаноўвае, Белая Русь там подказывае там некому человеку. А не ходит же Александр Григорьевич там не приходит на кухню там до кого-нибудь и не кажет там: давай-ка, Павел Сергеевич, иди-ка вот там сходи в депутаты. Белорусы не глупые люди. Мой весь дом практически смотрит мои ролики. И все понимают, что там правда. Все знают, что выборов нету, что в парламент не выбирают, а назначают. Все знают, что эти люди ничего не решают. Кстати, если честно, я очень рад, что Лукашенко выдвинул этого человека в парламент, вот, так сказать, с близкого.
Вот. Дружат они, так сказать, организмами. Вопрос в том, что если раньше он плевал только на простых людей, на рабочий класс и мелких чиновников, то сейчас он плюнул непосредственно в людей, на которых держится его власть. То есть в парламент кто проходит? Это люди, у которых есть авторитет не ниже района. Главврачи, директора школ, иногда директора крупных предприятий, замминистры, ну то есть серьезные люди. И поместить туда, среди них, такого кандидата, имеющего такую сомнительную репутацию без достижений, это плевок именно в них. Они могут это не потерпеть. Открыто они не будут, конечно, возмущаться, но саботаж должен пойти. Я очень на это рассчитываю. Вярнуся до вашай ідэі не новай, скажем так, пра адзінага кандыдата. Вот вы асабіста ўсё ж таки сочыце за палітыкай, самі маеце палітычныя амбіцыі. Вы бачыце на сённяшні дзень гэтага чалавека? Мы ж усе чуем, знаете, па ўсіх краінах. Вот, ну а хто калі не ён? Вот про Лукашенко. Вот, и все кажут, ну а кто там? Вот этот. Не, ну что за... Вот вы бачыце такого адзінага кандыдата? Ну, что я хотел по этому поводу сказать. В Белоруссии очень много разрозненных людей. Вот, например, если бы я выдвигался кандидатом в президенты, я бы взял, например, себе в команду в качестве министра культуры Елену Анисим. Если бы я был кандидатом в президенты, я бы пригласил себе министром в руководство Министерства информации Степана Светлова. То есть множество людей. У нас есть Виктор Терещенко, и у нас есть кто еще из экономистов знаменитых? Романчук, да, прикладывает. Романчук. Я бы с удовольствием видел этих людей у себя в команде в качестве министра, замминистра экономики. Я бы пригласил людей, которые сейчас разрознены в одну единую команду. Работы хватит всем. У нас тысячи талантливых белорусов. Многие просто не понимают, что нынешняя система, она абсолютно недееспособна. Вот некоторые люди говорят, что ну как же, там в правительстве есть адекватные люди. Кто? Мясникович, Прокопович, Семашко. Они адекватные люди? Зайдите в любой строительный магазин. Там находятся производственные товары. Чего они производство? Китай. Иногда Европа, иногда Россия. И то это полуроссия, полукитай. Белорусских товаров вы не найдете. Предприятия лежат. И вот эти люди, которые уничтожили экономику, они адекватны? Ну, я не знаю, если они адекватны, кто же тогда неадекватный человек? Вы цікава адказалі на маё пытанне, каго вы бачыце адзіным кандыдатам. Вы сказали, вот если бы я был, то есть все-таки есть такие там, как бы таким. Я делаю намеки другим активным гражданам. Ну, как ведаете, так можно сказать, там, лидер руху за свободу Губаревич. Я возьму себе у помощники лидера там партии БНФ, лидера партии «Справедливый свет». Партия «Справедливый свет» скажет Калякин, да, прикладу, я возьму себе помощники Губаревича, там Костусева, Анисим, и Анисим скажет, ну а я себе и Калякина, и Губаревича тоже возьму, и все вот так вот. И одиного нема из науки. Ну, для начала хотя бы пусть они это скажут. Ведь все хотят услышать. А получается, что они, каждый из них старается, ну, не все, часть из них тянет одеяло на себя. А так не получится. Какая бы низкая сейчас не была у Лукашенко поддержка, как бы низко не пал его рейтинг, все равно, чтобы его победить, надо иметь более сильную команду, чем они сейчас имеют по одному. На самом деле, вы взгляните, митинги разгона, 2010, разгон тунеядцев, сколько там этих несчастных так называемых ментов? Пару сотен? Да их смести на раз-два. Там отморозков, может, 30-40 человек, которые хватали стариков, детей, женщин. Остальные просто стояли. Я был на последнем митинге, это разгон тунеядцев в Минске. Я прошел сквозь строй этих молодых детей 19-летних. Я не видел у них в глазах ненависти и злости. У них просто была безнадега. Они не понимали, им отдают приказы, и вроде бы их надо выполнять, а вроде бы они понимают, что это неправильно. Будет мощный лидер, который выведет десятки тысяч людей. Этот режим можно смести на раз-два. Его, как говорится, режим Лукашенко держится на 300 ОМОНовцев. Но 300 ОМОНовцев – это не 300 спартанцев. Они не будут стоять, они разбегутся в разные стороны, как только увидят реальную силу. Дякую вялікі. Ну, чакаем новага ролика, ну, по крайней мере, не такого, пасля якога, прагляду якога ўсе ОМОНовцы разбегутся.
але, по крайней мере, пасля прагляду якога лідары апозіцыі сабяруцца і абяруць нарэшце адзінага кандыдата ад дэмакратычных сіл на прэзідэнцкія выбары. Дзякуй вялікі, Павел Спірын, відэаблогер, мільёншчык, прычым зарабіў ён гэтыя свае мільёны падпіскі і праглядаў на востра сацыяльных тэмах. Вучыцеся і бярыце прыклад. Нам не хапае такіх блогераў. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У 16:05 у нас, дарэчы, у гасцях Губарэвіч і Барысаў. Дзякуй вялікі, глядзіце нас.